Дорогие мои, доброе утро. С вами снова Лейла. С канала как-то так у Лейлы. Так, хочу сегодня приготовить на завтрак творожные шарики сладкие. Ну, в принципе, это те же самые сырники, но они сладенькие такие. Мы сладкие сырники не едим. Короче, приехал мой сладкоежка, и мне надо, да все-таки сладкое уже готовить. Итак, пока сейчас я не начну готовить, я просто хочу немножечко кое-что сказать. Друзья, у меня было много подписчиков, которые были со мной в WhatsApp в личной связи. Вы меня простите, просто я не зарегистрировала многих. Ну, это моя глупость, конечно. У меня, ну, по обстоятельствам эта сим-карта пропала, сгорела, как это говорят, я не знаю. Но я, конечно, хочу ее восстановить, но тем не менее, пока у меня другой номер WhatsApp. Я его вот в этой ссылке напишу вам, чтобы если кто хочет со мной связаться, свяжитесь, пожалуйста, снова. И не обижайтесь на меня, я вас очень прошу. Я со многими бы хотела в действительности общаться. Не то, что со многими, я со всеми бы хотела общаться, но вот из-за моей глупости у меня так получилось. Я же говорила, что у меня был телефон сломан. В принципе, и записывать, и писать там было очень трудно, потому что экран был черный, и я этого не делала. И еще одна у меня просьба, не знаю, смотрит ли эта подписчица. Я перерыла все свои комментарии, но никак не могу на этот комментарий наткнуться. Женщина с Сургута, она вышла ко мне на связь, просила меня, чтобы я ей выслала вот такие вот блюда. Помните, блюдо, которое мне дочка дарила. И как раз я ходила на капельницы, и она со мной вышла на связь в WhatsApp. Я ей в тот же день купила 2 этих блюда, но у меня пропал номер ее WhatsApp. И этот комментарий я не могу найти, где мы с ней в комментариях сначала переговорили. Дочку просила, чтобы она поискала, что-то она не может найти. Просто я не знаю, под каким видео был ее комментарий. Если вам эти блюда нужно, пожалуйста, выйдите еще раз на связь, я вас прошу. Я еще раз повторюсь, в ссылке я напишу новый номер мой WhatsApp, на который можно будет мне позвонить. Ну вот, теперь, что я хочу еще сегодня сделать, дорогие мои. У нас сегодня холодно, на улице ничего не поделаешь. Малину пришлось не оставить, не стала обрезать, потому что порыскала в разных этих. Опоздала я с малиной. Ее надо обрезать за 2 недели примерно до заморозков. А у нас все-таки по ночам уже бывают заморозки. И я боюсь, я вообще погублю эту малину и не пересадила, и не обрезала. Ну уж что теперь? Теперь уже только весной. Так что на улице ничего делать не буду. Холодно, промозгло. И вчера был дождь, было холодно. Вчера ничего не снимала, у меня засорилась тут в раковине. Ой, это вчерашняя еще посуда, вы меня извините, не разобрала ее, легла. Засорилась здесь раковина, у меня почти целый день. Где-то до обеда мальчики мучились с этой канализацией, пока ее прочищали. И с утра, быстренько с утра сниму, как я буду делать завтрак и как я буду начинать работу с нового дня, с понедельника, как говорится, дорогие мои. Сегодня начну работать. Еще немножко и дочку успокою, да и себе, наверное, начну зарабатывать. Хочу сегодня сделать, начать мантой, посмотрим. Сначала мантой, потом, может быть, еще и сегодня успею пельмени сделать. Но для этого сейчас мне надо будет замесить. Сначала хочу замесить тесто, чтобы оно у меня немного постояло. Так, сейчас я опущу камеру. Ну, то, что тесто как замешивают, у меня есть ролик. Но тем не менее, я просто скажу, что как. Снимать, как тесто замешиваю, не буду. Вот первым делом я замешу тесто, а потом уже буду делать эти шарики мои. И покажу вам. Так, литровую банку не занесла. Сейчас, минуточку. И вот, друзья, у меня тут 2 килограмма муки. На 2 килограмма муки нужно литр воды. Столовая ложка соли. И вот столько вот масла, ну где-то можно чуть даже меньше.
меньше половины растительного масла. Вот столько я оставлю. Чуть меньше половины стакана. Это я поставила фарш размораживаться. И из этого теперь должно замеситься крутое тесто. Я показывать не буду, у меня еще штатив будет шататься, извините. Так что я не буду вам показывать. Покажу готовый комочек. Его, в принципе, не надо показывать, просто всю муку надо собрать. Из всей муки сделать тесто. Так, и вот видите, друзья, из этого, из наших ингредиентов, получается вот такое вот крутое тесто. Его надо так минут 10 помесить. Вот я не добавила больше никакой муки, ничего. Ну, у меня на 2 килограмма, потому что мне много надо мант лепить. Если я еще буду любить, мне этого не хватит. Но посмотрим, как я сегодня разгонюсь, конечно. Никак, я не знаю. Вот каждый день говорю себе, вот сегодня буду делать, сегодня буду делать. И вот что-то мешает, никак не могу начать эту работу. Хотя, и повторюсь, деньги мне нужны. Вот, если бы вот начать, потом уже как-то самокатом все идет. Это начинать всегда трудно. Так, вот, еще минут 5 помесим. Потом я его оставлю, тесто, ну, на час. Как управлю здесь, короче. Можно на 20 минут, можно на час, можно на 2. И прекрасно в холодильнике лежит это тесто, ничего с ним не бывает. Я, правда, не замораживала, но говорят, и можно замораживать. Я не замораживала, не буду врать. Так, а пока я сейчас, пока ходила и доила корову, поставила варить кукурузу замороженную. Мне захотелось в морозилку залезла за мясом, увидела кукурузу замороженную свою, поставила варить. Теперь сделаю эти шарики. Я, конечно, их есть не буду, но мальчики поедят, а я съем кукурузу. Маме я уже с утра поставила, сварила кашу, маме отнесла кашу ей в комнату. Что-то она немножко тоже сопливит, не знаю, что там. Я купила ей этот терафлю, купила она. Вроде бы ничего. Так, ну все, я не буду долго вас задерживать. Ну, вот такое вот тесто должно быть, видите. Яйцо я не добавляю, много у меня и тогда было комментариев, что почему яйцо не добавляете. Делала я раньше и с яйцом, заваривала на кипятке. Тоже были очень вкусные. В кафе, когда я работала, нравились они действительно и на кипятке, которые были деланы. Я делала на кипятке и добавляла яйцо тоже. Жалоб не было, всем нравились. Но потом вот моя родственница научила нас вот такому тесту. И оно универсальное у нас уже получалось. Я из такого теста делала все. Пельмени, вареники, манты, чебуреки. Все, что вот нужно вот для такого пресного теста. А с ним работать удобно очень. Оно хорошо раскатывается. Ну все уже, замешивать больше не надо. Все. Видите, гладкое, симпатичненькое тесто. Вот, все, положила в тазик, прикрыла крышкой, и оно теперь будет стоять до того момента, как я освобожусь. Так, вот видите, варится у меня кукурузка. Минут еще 20 поварится, она уже готова. Я ее сразу поставила варить, как только зашла на кухню, прежде чем пойти доить корову. И вот, друзья, сейчас будем жарить наши... Ну, прежде чем жарить, конечно, их нужно сделать. Масло я поставила разогревать. Единственный тут минус, что тут много уходит масла, дорогие мои. Так, видно, нет? Ой, я с этим штативом мучаюсь. Так, значит, что мне нужно? 200 грамм творога, 3 яйца. У меня яйца очень маленькие, курочки несутся. Я добавила 2 маленьких перепелиных яйца. 2 столовые ложки сахара, щепотка соли и пол чайной ложки соды и стакан муки. Вот на это все. Начнем все это и перемешивать.
дорогие мои. Меня спрашивают, вернее, не спрашивают, ну, спрашивают, да, просят меня рассказать о моих детях. Я не знаю, что я могу рассказать о детях, потому что вы, в принципе, большинство, кто со мной, те знают, что, честно, видно это все, что я не, ну, что у нас зятья не видятся ни с тещами, ни с тестями, так что я не могу вам сказать ничего о моих зятьях. Не знаю. Так вроде бы по рассказам моих дочерей и по рассказам моих сыновей нормальные люди. Не знаю, не могу ничего сказать. Все хорошо, короче говоря. А так я больше не знаю, что можно сказать о моих детях. Так. Вот такие вот дела. Вы знаете, что-то у нас маски не носят. Не знаю, это правильно или неправильно. Вчера на похоронах всего одна женщина была в маске. И я сама без маски пошла, если честно, даже забыла, что нужна была маска. Не знаю, как это правильно, неправильно. Просто эти маски уже тоже противоречат насчет этих масок. Одни говорят, нужно обязательно носить, другие говорят, не нужно их носить. Так что я даже не знаю. Такими шариками, конечно, мои сыновья не обойдутся. Сделаю им яичницу. И, наверное, и этой порции будет мало. Посмотрим. Я давно их не делала, если честно. Раньше часто я их жарила. Особенно, когда вот вы работали в поле. Быстро утром их нажарю, чтобы не делать эти сырники. Вот эти они ели лучше, чем даже сырники. Все перемешалось. Масло согрелось, я уже чувствую. Ну, придется их, конечно, лепить руками. Нужна мука, чтобы обваливать в муке. Влажные руки. И вот так вот нужно сформировать шарик. Надеюсь, видно. Ой. Плохой из меня оператор. Вот так вот. Сейчас несколько налеплю, чтобы сразу одновременно их отправить. Небольшие шарики. Сначала масло, конечно, нужно хорошенечко раскалить, а потом уже, когда мы закинем шарики, чуть-чуть убавить, чтобы внутри они хорошенечко прожарились. Потому что все-таки творог и мука, они шарики, не плоские, они так быстро не зажарятся. И вот шарики я налепила. И теперь буду в раскаленное горячее масло их закидывать. Вот так вот. Масла, конечно, нужно много. Вот единственное, чем этот рецепт. Тем более сейчас масло настолько подорожало. Ну, я обычно, знаете, вот такое вот масло 2 раза использую все-таки.
Отливаю, осадок уходит вниз. И еще раз. Конечно, вредновато, наверное, но все-таки 2 раза можно. Даже в кафешках же допускается какой-то процент, но я не знаю, сколько там. Честно, точно не помню. Получается, я так давно их не делала. Я их научилась делать. У меня тут жила соседка, бабулька такая была интересная. Вот она делала такие шарики часто. Так, газ немножко убавлю, чтобы пропеклись шарики. И она делала еще вот эту чеченскую колбасу. Я не научилась у нее делать, очень хочу ее, очень люблю. Но как-нибудь, наверное, я постараюсь научиться, не умею делать. И у нас ее здесь где-то не купишь. Мне вот так прям вот несколько этих посмотрела чеченских роликов, ну, как сказать, чеченских женщин, которые вот готовят и варят. Мне так захотелось. Она тоже так вкусно их готовила. Не знаю, обычно это такое, что мне обычно нравится, всегда я беру на заметку, а вот у нее вот это вот не взяла, не научилась. Хотя у меня часто и требуха бывает, и кишки бывают, и субпродукты тоже бывают часто. Тогда тем более бывали часто. У нас тут, по нашей улице тогда жил лесник, и он мне вот это все привозил бесплатно. И требуху, и субпродукты все всегда привозил бесплатно. Ну, у нас обычно так, когда с детьми остаются вдовы, им вот помогают вот так вот много чего. Тогда очень много чего тогда давалось. Мне Сара и Садаку такую делали, что практически даже в первое время я уже и говорила о своих этих, о жизни, где я рассказываю. В первое время я вообще не покупала продукты. У нас так вот заведено, у индушей, у чеченцев очень сильно помогают семьям, которые остались без кормильцев. Так, и вот теперь будем ждать, пока да, еще насчет детей. Наверное, у меня зятья хорошие, потому что когда мне нужны мои дочки, они в любое время им разрешают ко мне прийти. Если бы они были плохие, они бы не разрешали бы, наверное. Так, сейчас поближе вам покажу, что там у меня происходит. Так, и вот видите, друзья, как прожариваются мои шарики. Они увеличиваются в размере, потому что у нас в тесте сода. Но их надо хорошенечко вот так вот мешать, прожаривать со всех сторон на среднем огне, чтобы не очень сильный был огонь, потому что внутри они могут остаться сырыми. Понимаете? Надо хорошенечко до золотистой корочки так прожарить. Вкусные шарики получаются. Я как-то их давно не делала, действительно. Теперь что-то лежала, вспомнила, думаю, что им приготовить-то такое. Так, кукуруза у меня, наверное, 100% сварилась. Убавлю огонь. И вот все, мои творожные шарики готовы. Я их сняла на такое вот бумажное полотенце. Один шарик я не удержалась, съела. Вредно, не вредно. Но один можно. Сейчас обсыпем их сахарной пудрой. И быстренько сейчас будем делать яичницу. И позовем, вернее, позову я своих мужчин. Так, вот так вот присыпем сахарной пудрой.
подходит. Всё. Вот такая вот красота у меня получилась. Друзья, и вот наш завтрак готов. Шарики творожные, яичница с помидорами и с баклажанами. Я пожарила сегодня с болгарским перцем. Это перепелиные яйца, друзья. Кукуруза свежая. Это уже кашка моя. Ну и все. Клубничное варенье, сырок, помидоры с оливками. Вот наш завтрак сегодня. Как я сказала, мама уже манную кашу у нас пораньше с утра поела. Ей надо пить лекарства, и я ее кормлю рано. Ну вот как-то так, друзья. Сейчас будем завтракать, а потом я займусь мантами. Кто завтракает, приятного аппетита. Так, дорогие мои, все, я со своим и хозяйством, и завтраком, и совсем справилась. И теперь все, начинается у меня рабочий день, как говорится. Я своим сказала, что близко до часу дня ко мне на кухню не заходите, меня не беспокойте, никаких чаев, никаких посиделок, чтобы мне не мешали. Так, я лук сейчас буду, я спущу камеру, не видно вам. Лук нашинковала для мант. Сейчас вам покажу все. Так, друзья, хочу показать, как я режу лук вот такой вот штукой. Видите, кубиком таким очень красивым, мелким кубиком. Просто вот так вот разрезается на пласты лук, сюда кладется. И вот так вот. Опять, наверное, я штатив дергаю. Съехал. Вот. Быстро и удобно, мои хорошие. Вот так вот. За эту штуку я, между прочим, заплатила 4500. Но очень удобная. Так. Так, и, друзья, значит, здесь у меня килограмм лука на килограмм фарша. Вот такой вот мелкий кубик. И 250 грамм жира. Потому что фарш не очень жирный, а манты не получаются вкусными, если фарш не будет жирным. Так. Сейчас. Я не умею ложечкой ложить перец и соль, мне приходится руками. Черный, красный перец и черный перец, друзья, по вкусу. Так. Я сюда еще добавлю стакан воды. Соль я всегда взвешиваю, потому что на килограмм 33 грамма соли у меня получается. Просто когда я работала, друзья, в кафе, чтобы не было пересола, недосола, я взвешивала, один раз взвесила, хотя каждый раз взвешивала по 33 грамма, да, что-то я вру. Все, вот. 3 грамма. И теперь все тщательно перемешаю. Вот так. Ой, готов. У меня жир немножко подмерзший еще. Нехорошо растаяло и мясо, и жир. Но ничего. Когда я готовлю на продажу, я делаю в перчатках. И обязательно, мои хорошие, одеваю вот этот вот халатик. И действительно стараюсь, чтобы на кухню, пока я готовлю, никто не заходил. Очень их прошу, чтобы не заходили
не пили мне тут чай, не отвлекали меня. Потому что, если честно, я очень боюсь, что вдруг что не так. Не умею работать спустя рукава просто так. Так, друзья, я сейчас вам немножко просто покажу, как процесс, как я делаю. Значит, я раскатала сначала лепешку, разрезала на полоски и сделала... Так, аппарат виден, интересно. Да, на этой лапшарезке и тестораскатки делаю вот такое вот тонкое тесто для мант. И теперь вот таким вот ведерочком из-под сметаны делаю вот такие вот кружочки. Немножко оказались уже, чем мне нужно. Подкатаю немножечко. Короче, процесс вы видите, как я не буду долго задерживать вас, покажу уже. Так, и теперь, видите, вот кружочки я положила, теперь ложу фарш. И вот эти вот кружочки я вам покажу, как я заворачиваю. Дальше уже сделаю их без вас и покажу вам готовый результат. Не знаю, сколько у меня получится сегодня сделать. Тем более сейчас дочка не делает уже, она меня просит: мама, давай, 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 давай. Она пока временно не работает. Так, интересно, будет видно, нет? Вот смотрите. Была бы и брашка дома, конечно. Было бы легко снимать. Я уже давно не делала тоже. Надо еще руку набить, чтобы сделать побыстрее, быстро, быстро. Потому я уже отвыкла. По-моему, я уже месяца 2-3 не делаю манты. В тот раз приезжала дочка, мне делала их. Вообще, по идее, у нас в семье манты не любят. Мы любим пельмени. Я и сама тоже люблю пельмени. Я манты не люблю. Ни манты, ни хинкали я не люблю. Мне нравятся пельмени с бульончиком горячим и с этим, с горчичкой. В принципе, в моей семье, у моих родителей,
Мы никогда и не делали манты. Я первый раз манты поела, когда вышла замуж у тети мужа. Ну, вернее, у дяди мужа, о котором я всегда рассказываю, который мне помогал. Первый раз я поела манты у нее. Правда, у нее тогда они мне понравились, они были очень вкусные. Вот. А у нас в доме мы их не ели. И сейчас тоже вот именно вот наша семья не очень-то любит манты. Вот я сейчас их налеплю. А готовый результат мне уже придется показывать в следующем ролике, потому что этот ролик уже будет слишком длинный, друзья. Я вам потом покажу, сколько и чего я все-таки налепила. Так, сейчас я вам вблизи покажу форму, может быть. Как-нибудь, когда будет и брашка еще дома, я вам покажу совсем близко, как лепить. Вот, не знаю, форма вам понравится, нет. Я еще отвыкла, надо еще привыкнуть делать их. И вот такие вот мантушки. Ну все, друзья, на этом я закончу свой ролик сегодня. Всех вам благ. Кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь. Ставьте лайки, пишите комментарии и напишите, нравится ли вам форма моих мант. Ну и как-то так, друзья.